Просто когда вот эта занавес открывается, и просто я вижу полный зал, у меня просто ноги стали ватными. Без родительской помощи моя жизнь я свою не представляю. Если вы смотрите на своих детей, как на больных детей, людей, то они вырастут больными. Для меня он маленький мой ребенок. Я заметила то, что я более уверенно стала, и поэтому мой ребенок стал уверенным. Ты знаешь, Диму заметил Семен Павлович. На самом деле, я так думаю, такой характер, очень хорошее воспитание дали мои родители. Я в себе не замыкалась. Здравствуйте, Марфа. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились принять участие в проекте «Харысхал. Особенные мамы». Я вообще хочу сказать, что давно мечтала поговорить с мамой Димы Потапова, поклонницей творчества которого я очень давно являюсь. Я хочу начать наш разговор вот прям с самого начала. Вот как родился Дима, как вот были первые дни, месяцы его жизни? Дима родился летом, как раз перед ИСХом. Да, он родился очень быстро, не в срок, можно сказать, недоношенный ребенок, 36-37 недель, самый такой опасный период. Вот сейчас вспоминаю, очень жарко было, Он родился очень маленький, даже мы, когда его спустя даже 1,5 месяца выписывали, благодаря врачам нашим, неонатологам, гинекологам, педиатрам, он такой маленький был, крохотный был, и первенец. Я тогда еще и молодая мама сама, когда первый раз увидела своего ребенка, я просто не поверила, что такие дети могут быть такие маленькие, недоношенные. Он, к сожалению, выписался сперва. Для нас казалось, что просто диагноз был недоношенность. В наше время недоношенные дети набирают вес, таких последствий не бывает. Но, увы, к сожалению, где-то уже мы с 8 месяцев начали отмечать, что у ребеночка идет неврологический дефицит. То есть какие-то отставания есть, головку не держит, соответственно, по возрасту. Но на ноги перекрещивает. Были такие опаски, что у ребенка начало уже читать, изучать, что, возможно, у ребенка что-то надо бить тревогу. Конечно, я не одна была. Вообще до сих пор в бок у нас семья большая. Все благодаря родителям. И родители, так как мама воспитала нас 5 родных, и опыт большой у моих родителей, и во всем они до сих пор помогают. Хотя я сама бабушка, но все равно до сих пор без родительской помощи моя жизнь я свою не представляю. Тогда мы уже начали активно подозревать не детский церебральный паралич. Мы уже начали бить тревогу и уже начали ходить по специалистам. И, к сожалению, через 2 месяца наш диагноз подтвердился, что у него на фоне того, что недоношенности, были сложные роды, у нас выставили диагноз детский церебральный паралич. Это был, как гром, можно сказать, как обухом по голове ударили. Но благодаря, опять же, родителям, что диагноз диагнозом, надо уже как-то начинать заниматься ребенком. У молодых родителей, которые не ожидали этого, все, наверное, мама ожидает, думает, что родить ребенка это просто, воспитывать ребенка просто, но не так. Особенный ребенок есть особенный ребенок. Благодаря докторам, можно сказать, обществу, родителям, которого сейчас Диму до сих пор окружает, можно сказать, что мы эти все сложные этапы прошли. Скажите, пожалуйста, когда вам выставили диагноз, какая была первая реакция? Как вы отреагировали на это? Первая реакция? Когда мы его на руки взяли, когда выписали домой, мне казалось, что он только маленький ростом, недоношенный. А в остальном ручки, ножки, глазки, все есть. Также улыбается. Бить начали, конечно, тревогу, когда, соответственно, уже с возрастом 7-8 месяцев ребенок ведет себя не как сидеть. А как вы приобщили Диму к музыке? К музыке, он
сам у нас, так как семья такая музыкальная, и он уже с 3 лет начал уже прислушиваться. Ему все было интересно. Сидит, дядя играет на гитаре, он пойдет там, ползет и начинает его струны. То подойдет к пианино, что-то там оттуда упадет. Но ему было уже видно, что вот интерес, да, интересно. А потом с 5 лет он начал повторять песни про любви своего дяди. И мы как-то с Алексеем сидели на даче, и Алеша ей говорю: Алеша, говорю, слушай, говорю, Дима же хочет петь. Ты не хочешь песню, говорю, написать для него? Давай попробуем. Алеша говорит: а я могу? И вот это первая наша песня «Санам Кюгеда». Замечательно. Да, «Сила духа». Вот эта первая песня, вот так, и она так и родилась. Сколько лет было Диме? Диме тогда было где-то 8-9 лет. Ага, он совсем маленький был. Для нас самое такое было вот первый опыт. Мы первый раз поехали за пределы вот республики нашей. Тогда ему было, и в 5 лет я уже начал задаваться вопросом, как он пойдет в школу. Потому что ребенок как бы не посещал детский сад, да, и ребенок не готов. Да, конечно, он знал буквы, там это, да, но шею плохо держит. Ну, адаптации-то нету. Для меня была важная задача, и для нас всех, как он пойдет в школу. Социализировать. Да. И, соответственно, мы поехали в Карачи. Самая моя первая как бы поездка с ребенком. А Карачи... Это где? Это вот дальше Новосибирска. Карачинское озеро. Я приезжаю, это первый, мама мне прямо шила, что вот деньги. Это, представляете, мешочек? Вот, да, мешочек там внутри. Это я с сумкой, с Димой на руках, с рюкзаком на самолете, потом еще 6 часов в поезде. Еще вот такие мне басни рассказывают, что детей крадут, деньги могут, там цыган много. Мы приехали в это Карачи. Я представляла, конечно, что это такое крутой, вот, ну, колоссальный такой современный реабилитационный центр для таких детей, да. Мы специально отобрали через Министерство труда и социального наше, да, и выбили нашу путевку. Это очень было сложно вот куда-то поехать, вот такие специализированные, да, потому что мы нацеленно искали реабилитационный центр именно с таким диагнозом детский церебральный паралич. Мы приезжаем, и там СССРовских времен поселок. Двухэтажное такое большое здание. Нас уже ждут. И забрали моего ребенка, дали мне бумагу. Говорят: идите вот по этому адресу, снимайте жилье. И вас завтра ждем в 7 часов утра. Я говорю: я не отдам вам своего ребенка. И я вот тут все вспомнила, что детей крадут. Я давай звонить родителям. Забирайте меня обратно. У меня ребенка отбирает. Взрослая девушка, да? Нас не предупреждали, что у них, оказывается, тактика такая. Сразу? Да, сразу отделяет детей от матерей, и мамы могут с детьми быть только в дневное время во время лечения. И все вот именно с неврологическим дефицитом. Вот эти детишки, их где-то в порядке было 50-60 детей от 3 лет до 16 лет. У них там как бы утром в 7 часов сразу. Я всю ночь не спала. Я уже в 4 утра приехала, в 7 часов забегаю. Мой ребенок прекрасно спал. У нас единственный был языковой барьер. Но мне вот... Почему я так тепло вспоминаю это Карачи, да? Почему-то нас на следующий день пригласил психолог. Мам, я говорю: зачем мне психолог? Я приехала ребенка лечить. Нет, завтра идете, ну это как собрание. Нас всех мам, там мамы разные были, категории разные, с разными детьми. Там сидят где-то в количестве 20 нас мамочек. Там приходит такая приятная женщина и начинает рассказывать, пример приводить. Если вы смотрите на своих детей, как на больных детей, да, людей, то они вырастут больными и никому не нужными людьми в обществе. И вот такие колоссальные, такие яркие примеры привела, да, и самое главное, сказала, вы должны гордиться своими детьми. Вы зациклены все, говорит, в своих больных детях. Вы зациклены на том, что его лечить, а развиваться с ребенком, ну, заниматься ребенком, развитие ребенка, кто будет заниматься? Поэтому вы, если мама, вы
свой как бы психологический настрой сами для себя не пересмотрите, вы таких детей не сможете вырасти. И я просто оттуда вот вышла совсем другим человеком. Здорово. Да. То есть это была судьбоносная поездка, Да. я понимаю, да? Это было в течение 3 месяцев. Если я привыкла его кормить с ложки, то там их закрывали в столовой. Для меня это было издевательство. Там просто ребенок не попадал ложкой. Там нянечки сидят, они сперва смотрят там минут 15, как ребенок мучается. Но ребенок, видя на других детей, он учится, оказывается. Нету такого невозможного. И прекрасно в течение 3 месяцев мы очень мощно реабилитировались. Он уже приехал, когда его встретили дедушка, бабушка, я вас по-якутски не понимаю. Ага. Он приехал, можно сказать, 1 класс уже полностью готовый ребенок. Я заметила то, что я более уверенной стала, и поэтому мой ребенок стал уверенным. Это Карачи, да, вот она, этот психолог, был прав в том плане, что надо пересмотреть в первую очередь отношения, да. Если вы сами любите своих детей и уважать своих детей, общество не обязано любить ваших детей. И еще самое, жалеть своих детей не надо. Ну, я думаю, что вот то, что вы получили в этих Карачах, оно прямо сыграло определяющую роль, потому что мама стала гордиться своим ребенком, и он стал просто гордостью, я не знаю, всех якутян, наверное. А давайте вот прямо к успехам, да? Вот вспомните, пожалуйста, самый первый его прям большой успех. Самый первый успех, да, он первый раз на сцену вышел на концерте именно своим дядей Алексеем Потаповым. Алексей написал песню, он начал очень активно заниматься с ним. Заметил в нем, спасибо ему очень огромное, что он заметил в своем племяннике какие-то вот музыкальные способности, начал очень заниматься с ним. Тогда таких кружков не было, да, он сам вот именно все, что он сейчас, можно сказать, стал, Дима, да, что вот именно любовь к музыке, это все благодаря Алексею. Алексей вообще, они как вот до сих пор просто, у них вот какая-то другая любовь, можно сказать. Они друг друга понимают с полуслова. Здорово. У них вот такая, да, они очень такие, как творческие люди, они совсем другие, думают по-другому, разговаривают по-другому. Очень ранимые, очень тонкие, можно сказать, люди. А что чувствовала мама, вот когда... Первый раз, когда он на сцену вышел, это, конечно, было, что он оденет, как он будет выглядеть, как он споет. Все вот просто я сбоку сцены стою, мне говорят, нет, иди в зрительский зал. Нет, я буду тут стоять. И для меня было, как его туда на сцену, там же нету пандуса, как вы его поднимете, не дай бог уроните. Там уж. Ну, вот. Это был в культурном центре Ягу. Какой-то, я вот сейчас не помню, но у нас очень много концертов было. После этого просто сотни. И тогда нас Алексей подходит и говорит, Марфа, ты знаешь, Диму заметил Семен Павлович. Чиняна. А я не знаю. Я вообще очень далекий от творчества человек, да? Я говорю, да, вообще круто, говорит. Да, ну круто, это хорошо. И с тех пор, вот после этого концерта, начали нас приглашать. Семен Павлович пригласил в свою студию, тоже сказал, что хочет заниматься с Димой, да. И вот как-то быстро-быстро все вот за короткий период все закрутилось. Я просто не успевала. Где-то он выступает, тут приглашают, тут поет, потом пошли дальше песни. И потом, и тем не менее, мы каждый год все равно реабилитацию проходим. И ребенок растет, видишь, что что-то надо делать с нашим диагнозом, да, что-то надо все-таки на ноги вставить, что-то помочь ребенку. И у нас тогда уже я начала искать, где еще могут помочь таким детям. Потому что мы на уровне то, что от нас требуется, все испробовали. И хотелось чего-то еще больше. Начала даже не прооперировать ли,
его, да, потому что с возрастом тело ребенка меняется, и это уже видно, да. И мы решили поехать за пределы города Якутска. Потому что мы слышали, что очень в Китае, да, в Японии для нас, вот сейчас я думаю, все-таки сверху, наверное, что есть, мы должны были поехать после Нового года, и вопрос стоял в финансовой части. Конечно. То, что мы накопили, вот оно было, что мы там снимем, когда они выставили нам счет, смету оттуда, направили нам, мы все вот эти диагнозы, снимки, все наши реабилитации, вот все, медицинскую документацию отправили. Нам отправляет полностью смету этого лечения на 5 месяцев. Я сперва думаю, может, я нули не так считаю. Я еще вообще, я говорю, нет, наверное, нет. Это вообще нереально. Но это как? Нет, мы туда точно не поедем. Потому что, просто такая сумма. И Алексей на этот раз опять. Алексей мне говорит, надо попробовать. Я говорю, как пробовать? Как пробовать? Что делать? У меня зарплата маленькая. Кредит, такие колоссальные кредиты никто не дает. И у нас вопрос стал. Надо придумать. И тогда у нас все завертелось. Страшно было. Я подумала, что не смогу. Но опять же подбодрили мои родители. Мои родители, Семен Павлович, Алексей, все вот так как-то вот все вот скопом. Вот надо, давайте ради ребенка попробуем. И состоялся наш первый благотворительный концерт. В цирке? В цирке. «Я бегу за солнцем». Да. И завертелась вот эта пошив костюмов. Алексей каждый вечер Диму берет, забирает и идут на студию к Семену Чинянову. И там снимать. То Семен приходит, Семен Павлович к нам, то они к Семену Павловичу. Вот так каждый день. А мне жалко так было моего ребенка. А Алексей еще очень строгий. Он не любит, когда халтурят. Он не любит. Раз поешь, значит поешь. Алексей, я говорю, может, он плясовка? Тогда зачем? Он поет. Целый концерт живьем, да, он же маленький, говорю. Для меня он маленький, мой ребенок. Сколько ему было лет? Ему 10 лет. Ой, и это вот с 9 лет, вот это вот каждый день учить по 10, по 15 песен, и их правильно как петь, не просто моего ребенка было жалко. Все, уже мы начали, отступать уже все некуда, надо дальше идти. И вот тогда я силу воли в своем ребенке увидела. Что надо же такой иметь характер, это сидеть ночами, днями. Так еще учиться надо. Да, конечно. А в кого у него такой характер? На самом деле, я так думаю, такой характер, очень хорошее воспитание дали мои родители. Бабушка с дедушкой, они очень такие настырные. Они всегда учили Диму, и нас учили говорить всегда вещи своими именами. Да. Нигде не лукавить, говорить всегда правду, людей не обманывать. Люди Советского Союза. И то же самое они Дима, вот сейчас я говорю, Дима всегда даже в школе учился, говорил, что мама, у меня 2. Мама, я все равно тебе скажу, ты потом будешь кричать. Лучше я тебе сейчас прямо скажу, честно скажу. Вот так честно. Иногда вот эта честность, иногда говорю, Дима, ты вот где-нибудь научись сказать. Я же все-таки твоя мама. Вот так. И вы в итоге сделали концерт. Я думаю, что это беспрецедентный случай, когда ребенок сам заработал средства на свое лечение. Ага. Тогда я сейчас, вот спустя столько лет, я еще раз очень благодарна, всем, кто именно нашим жителям республики. Просто тогда благодаря их все-таки люди такие гуманные. Просто чужие люди, которых я не знаю, просто подходили и такие оказывали. Благодаря ихней гуманности, материальной помощи мы поехали, да. У нас мы реабилитацию очень колоссальную прошли в Китае, да. 2 года подряд мы лечились. Очень много. Эта работа была большой командой. Очень много НВК, все же пресс-служба. Я очень благодарна Расторгуевым, потому что в таком цирке целый концерт, и просто когда вот этот занавес открывается, и
просто я вижу полный зал, у меня просто ноги стали ватными. Так еще они заставили меня петь. Был там дуэт замечательный. Да, я говорю, я не буду петь. С дедушкой, с бабушкой выйдет, я не буду петь. И опять же Алексей такой, ты что? И все узнали, что мама замечательно поет. Ну, маме надо было меня просто мама всегда, как всегда, спешила. Семен Павлович сойдет. Хорошо, все. Но получилось замечательно. Когда в Китай поехали, конечно, я очень пожалела, что вот это все-таки вот очень, да, лечение очень совсем подход к детям таким очень совсем другое. Ага. Для меня очень было очень интересно вот это все это видеть, так как я уже сама уже как врач. И сразу, когда врач с врачом разговаривали, они сказали бы, надо было пораньше приехать. Да, там привозят маленьких месячных детей. Это страшно было, да, то, что иглоукалывание, да, вот эти массажи, вот эти их ОТ-5, ну, ЛФК это называется, да. Маленькие совсем дети, они с малых возрастов, если ребенок недоношенный, у них сразу СОС. Если мы ждем чего-то, вердикт, диагноз докторов, там нет. Сразу. У них нет детей, которые лежат с детским церебральным параличом. У них дети все ходят. Очень правильная тактика, что начинает реабилитацию у детей с раннего, прямо с младенческого возраста. А не ждать вот как бы года. Мы поехали, тогда нам уже 11 лет было, но тем не менее много мы научились. Но даже было такое короткое, что он у меня будет ходить. Мы научились как бы стоять, что благодаря вот эти 2 года реабилитации в Китае он как-то все-таки сам поднимается, спускается. Он научился стоять на ножках. На ножках, но, к сожалению, из-за контрактуры ему тяжело. Контрактура – это что? Это контрактура, это когда деформация идет суставов. Понятно. Деформация суставов на фоне как бы основного заболевания, да. Поэтому, да, до Китая мы не умели стоять. Мы не знали, что такие ножки. Мы не знали, что такие ручки. Это было больно. Эти процедуры начинались прямо с 5-6 утра. Короткий перерыв был с часу до 2 часов. И с 3 часов до 6-7 вечера. Каждый день такие процедуры. С первой недели было без выходных, потом уже начали какие-то нам давать... Перерывчики. Да, перерывчики. Да, но благодаря этому мы научились, даже чуть-чуть с поддержкой начали передвигаться на ходунках. И я все-таки подумала, что его надо прооперировать, потому что с возрастом укорачиваются как бы связки. Ножки укорачиваются. Но тем не менее, если бы даже мы не поехали туда, может, мы бы и не знали, что такие ножки. И вы во 2-й раз поехали в Китай после операции уже? Да. Мы прооперировались, поехали в Китай реабилитацию, да, на реабилитацию поехали, опять же. Я могу сказать, что мы были одни из первых, которые вот проходили в Китае реабилитацию. Очень много мамочек звонили, консультировались, и они начали выезжать, да. Ну, Дима, в этом плане я тоже очень благодарна своему сыну, что, да, реабилитация – это каждый день лечение. И психологически можно устать, когда каждый день одно и то же, каждый день одно и то же. И Дима-то там же влился своим характером. Какой-то день был праздник, день больных детей, именно ДЦП. У них такой есть праздник, день, есть такой. И Дима спел, конечно, на якутском, на твердом якутском. Но им очень все понравилось. Да, конечно. Да. Потом кто-то туда поехал, в этот реабилитационный центр. Через спустя 2 года мне звонит и говорит: Марфа, говорит, а там же есть, говорит, с директором фотографии Димы. Ее повесили на стенку, да? О, наша гордость была. Здорово. А как вот выходить психологически вот из состояния, когда уже прямо много тревожных мыслей? Для меня всегда так, нерешаемых проблем не бывает. И надо всегда смотреть оптимистично. Ну, как-то, да, смотреть с лучшей стороны, можно сказать, да. И все-таки
Ну, то, что вот раньше страхи были, ну, то, что вот, наверное, вот так плохо будет, но они же не осуществились. Они же ушли в другую сторону, в лучшую сторону. В лучшую сторону. Ну, я, можно сказать, горжусь своим ребенком. Чем вот сейчас занимается вот в настоящее время? Мы вот нынче закончили в этом, да, музыкальное училище. Сейчас у него только планирует. Он очень сейчас, вот нынче мы с ним съездили на море. Были в Санкт-Петербурге, в Москве. Опять же, наша поездка была связана с тем, что где ему можно дальше жить и развиваться, дальше учиться, поступать, на следующий планировать куда-то поступить, да? Где ему удобно будет, где он сможет работать. Ему очень понравился Санкт-Петербург. Мы приехали, он сказал: мама, через неделю уезжаю. Я говорю: подожди, стоп, давай так договоримся. Дима, ты находишь там работу. Тогда, если ты найдешь работу, чем ты заниматься? Ты же туда гулять не поедешь, ты же туда жить. А чтобы жить, надо работать, себя содержать. Он подумал, я говорю: тут другое дело. Либо ты поехал с мамой, с папой отдыхать рядом, да, тебе легче было. Да, он самостоятельный, на самом-то деле, молодой человек у меня сейчас. Он даже не нуждается, можно сказать, во мне. Он самостоятельно уже сам в своей жизни живет, да. Я всю жизнь боялась, что мама, увези, привези, отвези. Нет. Это он у меня спрашивает: мама, тебе что-нибудь надо? Молодец. Да. Он как-то вот так сам уже научился. Адаптировался, может, я 100% уверена, что в этой жизни он как бы адаптировался. Очень хорошо. Марфа Алексеевна, а вот за что вы больше всего гордитесь вот своим сыном? Я его всегда сравниваю с солнышком. Так и есть он такой, да, солнышко. Он у меня очень добрый. Он очень у меня добрый. Он очень такой, можно сказать, иногда я у него учусь. Он очень настырный. Если он чего-то хочет, он всегда ее старается воплотить, внедрить, до конца довести. Вот это именно качество, именно желание жить, вот самое, я считаю, что самое есть хорошее качество. Если он хочет жить, если есть любовь к жизни, то, я думаю, у него все получится. Классно. А что бы вы посоветовали мамам особенных детей, когда они сталкиваются с первыми трудностями? Какие-то вот советы на будущее? Не закрывать детей. Отдать просто свободу детям. И поддерживать их, да, вот поддерживать детей своих, какие бы они сложные ни были бы, да, стараться помогать. На самом деле это не только... Обычно все родители хотят, чтобы было по-своему. Но жизнь она такая штука, что дети – это уже с рождения не личности. Поэтому уже с малых лет надо идти, ну, не на поводу, а поддерживать своих детей. Ну, самое главное, конечно, я бы хотела пожелать таким родителям особенных детей, да, чтобы они сами излучали радостью, сами, самое главное, здоровье. Надо не болеть, чтобы, если особенно говорю, то вообще не надо болеть, да, да я вообще всем говорю, чтобы люди не болели. Но самое главное, конечно, относиться к своим детям не как к больным детям, а как, можно сказать, особенно по-своему оберегать, ну и дать им свободу и поддерживать. И никогда не отчаиваться, потому что если у мамы опускаются руки, то у ребенка никогда ничего не получится. Это точно. Спасибо большое. Все, вам спасибо.